Обнаружен фрагмент второй ступени. Приступает к фиксации координат. Вот так выглядит ракета после успешного запуска, а точнее то, что от нее остается. Это фрагмент двигателя второй ступени ракеты-носителя «Союз-2», которая стартовала накануне майских праздников 28 апреля с нового космодрома «Восточный». Одно из самых важных для полноценной работы космодрома – поля падения, куда по расчетам баллистиков должны опускаться отработанные ступени ракеты-носителя. Поля падения были главными и при выборе места для строительства космодрома в Амурской области. Практически во всех местах отсутствуют населенные пункты. Самый ближайший населенный пункт – это вот по трассе на солнечно-синхронную орбиту в республике Саха-Якутия. Населенный пункт вторые Кюляцы. Нижняя граница района падения расположена в 22 километрах севернее населенного пункта. С точки зрения безопасности расчетов, проведенных с НИИМАШем, мы доказали, что вероятность возникновения каких-то техногенных воздействий на населенные пункты, она ничтожно мала. Еще за неделю до исторического пуска с космодрома специалисты ЦИНКИ, главного предприятия Роскосмоса, которое отвечает за работу наземной космической инфраструктуры, были уже на месте. Лагерь разбили в 1000 километрах от Восточного на юго-западе Якутии. Именно сюда должны упасть части второй ступени ракеты-носителя «Союз-2». Вокруг глубокий снег, пешком не пройдешь, только на снегоходе. Якутия – край суровый, апрель считается еще зимним месяцем. На этапе создания космодрома «Восточный» до 2015 года Роскосмосом было принято решение о том, чтобы постоянные базы не создавать ввиду малого количества пусков, а работы проводить вахтовым методом, что, собственно, мы на этом пуске реализовали. У нас было сформировано 4 группы, воздушные поисковые и наземные поисковые. Мобильные палатки совсем необходимым. В таких условиях специалисты Роскосмоса будут работать до тех пор, пока не найдут все фрагменты ракеты. Учитывая первый исторический запуск, алгоритм действий не раз отрабатывался на тренировках. Для начала экологи взяли пробы снега и воды в реке Алдан, чтобы было с чем сравнивать. Хотя «Союз» – ракета экологически чистая, летает на кислороде и керосине, таковы правила работы. До ближайшего поселения, или, как здесь говорят, Улуса, десятки километров. За несколько дней до пуска облет территории. А вдруг случайные охотники или рыбаки? Необходимо их предупредить о старте. Ориентировочно с 11:10 до 11:30 будут фрагменты ракеты падать здесь, в районе падения. Ангаж, рысканье, вращение в норме. Есть выключение двигателей боковых блоков, есть отделение боковых блоков. Самый крупный объект, который отделяется от ракеты, это первая ступень. Ее искать несложно. Падает почти целиком и недалеко от места старта. Сложнее с поисками второй ступени или центрального блока. Он отделяется на большой высоте и в процессе падения разрушается на множество частей. Разброс до 100 километров. В условиях тайги или лесотундры найти непросто. Для поиска мелких фрагментов впервые специалисты Роскосмоса использовали радар, специальные мобильные средства слежения и беспилотники. Осуществлялись облеты района падения с использованием оптико-электронной техники разработки Академии Можайского, что позволило нам, собственно, и обнаружить те фрагменты, которые мы обнаружили. 0 секунд. Прошел контакт подъема. Двигатели центрального. В 5 часов 01 минуту по московскому времени, когда «Союз» стартовал, специалисты в районах падения уже были готовы к своей очень важной работе. Докладываю, от маленьких грохота нет, а крупные грохот свой дали уже. На высоте 126 километров, а это уже считается граница космоса, радары засекли цель. Возможные места падения обозначили на карте. Дальше оперативные группы поисковиков и экологов вылетели на место. И вот, первый объект найден. Мощность дозы 0,09 микрозиверта в час. Мы договорились, и это прописано в договоре, что проводится параллельное
параллельный контроль за состоянием окружающей среды со стороны специалистов Якутии и специалистов ГУП-Цинки. Да, мы уверены, что будет все хорошо, но вместе с нами обязательно работают представители Министерства охраны природы Республики Саха-Якутия. В поисковой группе работали и местные экологи. Для них космическая деятельность в новинку. Сегодня убедились, современный космос для родного края не опасен. Абсолютно на всех мониторинговых площадках были проведены замеры мощности дозы гамма-излучения. Никаких изменений мы не зафиксировали. Сегодня вот буквально около того фрагмента, который был найден, да, дозиметры у нас показали 5-10 микрорентген в час, при среднереспубликанском значении 11. Мало того, упавшие фрагменты были обследованы приборами радиационного контроля, и они показали значения ниже фоновых на местности для данной территории. Фрагмент двигателя второй ступени перевозят сначала в передвижной лагерь, потом на вертолете в Вилюйск. Это 600 километров от Якутска. Вначале было непонимание, видимо, информации не хватало. Ну и были товарищи, которые подогревали нездоровый интерес в обществе. Но понимание пришло. Люди грамотные, начитанные, и помогла информационная политика корпорации Роскосмос, правительства Республики Саха-Якутия об открытости, о доступности и вообще о применяемых методах работы Роскосмоса, самой ракетоносителя, космодрома «Восточный». Вскоре фрагмент ступени первой ракеты, стартовавшей с Восточного, будет первым экспонатом первого местного космического музея Саха-Якутии в городе Вилюйске и, возможно, началом космической истории республики. В первую очередь, чтобы наши дети стали мечтать, как и раньше, о космосе, о далеких планетах и так далее. Если они будут мечтать об этом, то значит, у нас все будет хорошо впереди. Якутия становится субъектом Российской Федерации, который тоже дает вклад в развитие космической отрасли Российской Федерации. Мобильные полевые лагеря, средства слежения, беспилотники – все это специалисты Роскосмоса будут использовать и в дальнейшем в своей работе для поиска и вывоза отработавших ступеней ракет, стартующих с Восточного. Ведь космос – это не только безупречная работа на орбите, но и порядок на Земле. Как однажды написал Антуан де Сент-Экзюпери, «Проснулся – убери планету». Сегодня это особенно важно.